Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Новые знакомства в мае. С кем, как и перспективы. Мои дорогие, если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о том, что у вас впереди, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие новые знакомства ждут меня в мае? Когда, как, с кем и какие перспективы? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же, мои дорогие, посмотрим, какие новые знакомства ждут вас в мае. С кем, при каких обстоятельствах и с какой перспективой. Так. Ну, знаете, я так скажу, знакомств новых у вас будет не так уж и много, но я вижу на май у вас очень много каких-то встреч. Встречи идут, встречи, может быть, со знакомыми, приятелями, родственниками. То есть вы в мае просто вот, ну, у вас лилия вышла, да? Лилия, вы будете цвести, у вас вот прям как родственные связи очень сильно обострятся. Встречи, может, будете встречаться с какими-то очень далекими родственниками, с кем давно не виделись, по кому очень сильно соскучились. Друзья то же самое, да, вот с кем разбросала. Почему-то вот идет именно больше уклон на то, что вы встречаетесь с уже знакомыми людьми, либо с родными людьми. То есть такой момент. Встречи будут просто яркие, все будут как праздник, все как одна. Понимаете, смотрите, у вас тут ласточка вышла, видите, в вашу сторону ласточка. Прекрасные семейные, добрые посиделки, новости какие-то хорошие. Прям будет душа радоваться, понимаете. Вот май, он такой добрый идет, он такой идет светлый, как праздник. Вот прям весь месяц у вас как праздник. Я уж не знаю, что у вас тут будет происходить, где вы будете бывать. Очень много дорог, поездки, дороги идут. В поездках, в дорогах знакомства будут. Знакомства, по крайней мере, 3. Вот раз, два, три человека, с кем вы познакомитесь именно в дорогах и в поездках. Эти знакомства, они будут, ну, достаточно, во-первых, и приятные, во-вторых, на продолжительное время входят в вашу жизнь. Один знакомый, он может вообще вашим другом стать сердечным, да, а 2 человека, они как, ну, как помощники, наставники, люди, которые дают вам дополнительные какие-то мысли, знания, подсказки. То есть благодаря этим людям, смотрите, у вас какая-то удачная рыбалка получается, да, вы вот как-то удачно рыбалите. Здесь у вас кристалл вышел. Кристалл, ну, знак чистоты помыслов и ваших, и тех новых людей, приятелей, кто будет в вашей жизни. То есть вы по жизни, ну, вот как в мае, да, будете встречаться и знакомиться с хорошими людьми, с приятными, с открытыми людьми. Но здесь и крестик есть, смотрите, крест есть и развилочка. Возможно, придется с кем-то вот из прошлого столкнуться, с кем у вас либо негативное отношение, либо человек в вашу сторону как, ну, я не знаю, либо он у вас негативные какие-то ассоциации вызывает, либо какие-то были конфликтные у вас отношения. Вот придется вам столкнуться и придется вот заглянуть страхом в лицо. Да, возможно, придется эти вопросы, кстати, порешать. Но честно, у вас тут неплохо все складывается. Неплохо в плане того, что я вижу, что рядом с вами есть надежные, добрые люди, которые вас и поддержат, и помогут, и словом, и делом. И это замечательно. У вас из новых знакомств, вот эти 2 человека, да, вот в дороге вы с ними встречаетесь, причем дорога какая-то вот туда-обратно. Может быть, она немножечко долгая, может, она в темное время суток будет даже, может быть, когда где-то даже задержитесь. Это будут случайные знакомые, случайные люди в вашей жизни. Вы с ними просто вот какой-то разговор ведете. Разговор за жизнь, за дела, за, там, не знаю, за детей, за там, политику. То есть как бы разговоры вообще ни о чем, да, обо всем и ни о чем.
И вот в разговоре эти люди говорят: а вот ты знаешь, есть там то-то, то-то, то-то. А вы прям так: как, правда? И что, можно там то-то, то-то сделать и будет там хорошо? И эти люди говорят: конечно, конечно, вот, пожалуйста, это, то, приходите, мы поможем там. Либо обращайтесь туда, вам помогут. То есть, знаете, какие-то такие невероятные вам дают советы, подсказки. Вот буквально вы с этими людьми пообщаетесь, я там не знаю, ну от силы 2 часа, но вы столько много от них узнаете, столько много полезной и нужной информации получите, что вам там, я не знаю, на всю жизнь хватит. Понимаете, вот будете этих людей очень долго вспоминать с большой благодарностью. Вы благодаря этим людям, смотрите, рыбачите сразу в 3 местах. 3, раз, два, 3. 3 места для рыбалки у вас. Причем, понимаете, везде удачно, везде. То есть, поговорив с этими людьми, буквально там в течение там нескольких там недель, вы 3 каких-то вот прям дела закончите, и причем очень удачно. Вот. Но встретитесь ли вы еще с этими людьми, я сомневаюсь, это навряд ли. То есть эти люди, знаете, как прошли сквозь вашу жизнь, пришли, дали вам какие-то советы, да, и дальше пошли своей дорогой. Вот. Потом, смотрите, у вас идет момент того, что вы об этих людях еще кому-то рассказываете. Вы рассказываете, может быть, семье, может быть, своим близким рассказываете. Вы дальше эту информацию передаете, да, и те люди, вот ваши близкие, друзья, они также благодаря вашим, например, обретенным знаниям тоже какие-то свои проблемы решают. То есть тут какой-то механизм, да, который вот взаимопомощи и выручка у вас происходит. И вы вот чувствуете себя вот одной из звеньев вот этой огромной цепи, которая вот помощь, да, помощь друг другу. И чувствуете себя прекрасно. И вы помогли, и вам помогли. То есть настроение у вас прекрасное. Я вообще скажу, что на мае настроение тут просто такое, знаете, бурлит, позитив, хорошее настроение. Но кроме вот того случая, где вы со своим прошлым встречаетесь, вот кроме этого у вас все хорошо проходит. Так. По поводу этого прошлого, ну тут вопрос будет закрыт. Он не будет закрыт быстро, потому что вы как-то побаиваетесь. Вам страшно, вам неприятно, и у вас просто вот какой-то негатив в сторону этого человека. Вот прям вы прям негативите в сторону, вы говорите: вот если он там будет, либо она, я туда не пойду, да. Я не хочу видеть, я не хочу слышать, я не хочу разговаривать. Но вас кто-то уговорит, вас вот уговаривает человек, говорит: ну что, надо попробовать, нужно выслушать, да, нужно хотя бы как-то ради нас, там, ради семьи, да, попробуй там договориться и успокоиться. Вот. И вы как сквозь зубы начинаете общаться, и знаете, первый шаг сделан. Я не буду говорить, что вы прям помирились, побратались, нет. Здесь вот именно начало общения, и вы понимаете, что не все так страшно, что вы очень сильно переживаете, нервничаете, и человек тоже не менее переживает и нервничает. То есть сразу вы не помиритесь, но потом в процессе хотя бы общение у вас наладится. Так, еще. Здесь в мае я вижу, что вам придется, не знаю, то ли как-то потратиться, то ли у вас будут занимать, то ли вам придется занимать. Смотрите, у вас утка вышла, но очень худая на тонких ножках. То есть в любом случае как будто бы денежки не хватает. И вы, я не знаю, на что вы тратитесь. Может, на поездки на свои потратитесь. Может быть, там решите, что все, отдохнуть. Хочу отдохнуть, да, будет что будет. То есть я вижу, что либо кто-то к вам приходит, деньги занимает на поездки, либо вы у кого-то занимаете деньги на поездки. В любом случае, май у вас, конечно, очень веселый, но по денежкам тут, ну, немножечко просадка идет, да. Либо вы заранее там должны себе насобирать, да, определенную сумму, либо не давайте больше, чем можете, да, потому что вот уточка очень уж худенькая, да, и как-то она грустненько вниз смотрит. Поэтому, мои милые, вот по этой теме подготовьтесь, потому что вот у меня такое вот сложилось мнение, что вы вот стоите, да, и думаете: блин, где мне денег взять? Думаете в одну сторону пойти, в другую, а там везде тоже такие же, как и вы, тоже вот как поиздержавшиеся люди, да, все потратили, и у никого, ну, наличных там нету, да, не хватает денежки людям. Этот момент такой вот здесь прорисовался. Так, ну тут путешествия, понимаете, вот как-то вы все на путешествия, на какие-то свои развлечения отправляете эти все денежки. Так, ну давайте посмотрим на этого еще человека, да. Это у нас принц на белом коне, да. Либо принцесса, смотря кто меня смотрит. Ну, человек на коне, человек необычный, у человека морковка. Морковка — это у нас первый знак того, что, во-первых, у него очень сильная морковка, да, и человек очень ресурсный. Понимаете, тут
для отношений, для счастья. Человек будет похож чем-то на кота, на такого, знаете, довольного, самовлюбленного, независимого кота. Но это внешняя, да, его внешняя оболочка. На самом деле он в душе не кот, он в душе собака. Преданный, добрый, отзывчивый, такой, знаете, вот прям для друга, да, для товарища все отдаст, да, ни о чем не пожалеет. Вот такой человек идет в вашу жизнь. Как вы с ним познакомитесь? Ну, тут тоже либо вас родственники знакомят, либо друзья знакомят. То есть это не дома, это где-то вы на улице, либо где-то у кого-то в гостях. То есть там, где есть люди, вот там происходит ваше знакомство. Знакомство будет, знаете, таким, ну, обычным знакомством. То есть у вас привлечет внимание ваше вот его взгляд. Вот вам почему-то покажется, что очень сильно похож на кота. Да? Скажете, вот котяра, да? Вот прям захочется сказать, что котяра. То ли у него глаза раскосые, то ли зеленые, то ли он такой, вы знаете, повадки у него такие кошачьи будет. Да? Может, усатый мужчина, понимаете? Просто на песке как бы не видно. Вот, и вам вот прям захочется его назвать котом. Вот, потом поймете, что, конечно, он не кот, совершенно не кот, и зря вы так на него наговаривали. С этим человеком у вас будет приятный диалог. Вот вы с ним познакомитесь, потом через какое-то время вот прям как столкнетесь, да, вот как вас столкнут высшие силы, и у вас случится диалог, причем такой, знаете, очень интересный. Вы поймете, что прям вот слушаю, да, еще бы слушала, и мужчине тоже такая реакция пойдет, ну, либо у женщины, смотря кто меня смотрит. И здесь вы, знаете, как-то обменяетесь и телефонами, и в тот же вечер еще в интернете полночи посидите, будете общаться, говорить на все темы, которые там в голову придут. Вот, и на утро встанете счастливым, но не выспавшимся человеком. И знаете, так у вас пойдет общение. Почему-то общение в основном, я вижу, у вас по интернету идет. По интернету вы общаетесь, то ли он не местный, то ли вы издалека, то ли у вас как-то графики не совпадают, может, там в разное время работаете, либо человек с какой-то ответственной работой, да, вот когда там, ну, не располагает он временем. То есть у вас как-то больше, я вижу, ну, не объятие, да, а наоборот, вот как человек склонился, да, что-то вот в гаджете печатает, набирает, какие-то такие моменты. Но, мои дорогие, что я хочу сказать? Мужчина этот, он с чем идет? Он идет со своим сердцем, да, со своим сердцем, со своей рукой. Такой человек и предложение может вам сделать, да. Либо если смотрит меня мужчина, то на такой женщине и жениться можно. Но я скажу вам так, я тут перспективу именно брака не вижу. Я вижу перспективу хорошего, долгого общения. То есть этот человек, он... Будут моменты, которые будут вам казаться, ну, не совсем, да, потому что вот как-то у вас почему-то свидания не складываются, честно, и вас будет это очень сильно смущать, и его будет очень сильно смущать. Мостик между вами какой-то уж хлипкий, да, веревочный, то есть и вы побоитесь идти по этому веревочному мостику, и человек побоится. Но тем не менее, это вот как бы в мае у вас как зародыш, да, в ваших отношениях. Вы начинаете друг друга узнавать, вы много общаетесь в интернете, вы друг друга узнаете. Ну а дальше будем смотреть, как сложатся ваши отношения. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.